На федеральной трассе Колыма на протяжении 250 километров от села Дорожников Теплый Ключ и до заброшенного села Кубума не было ни одного кафе, где уставшим путникам можно было согреться и плотно поесть. И, наконец, под Новый год на 607-м километре автодороги на турбазе АДО открылось кафе. Теперь здесь останавливаются все, кто едет на полюс холода в Тамтор или Мому, Магадан. Единственный большой вопрос, который осталось решить, это подъездной путь и остановка у кафе. Мы с Якутска до Мумского района едем. И вот на 607-м километре появилось кафе, и стало очень удобно тут кушать. Ну, в общем, проводить время, интернет есть и так далее. Кафе турбазы АДО находится рядом с самыми опасными участками автодороги Колыма. Желтый, черный прижимы, Заячья петля. Днем и ночью гостей ждет домашняя кухня, якутская и русская. Фирменное блюдо оладьи со сгущенкой. Приятно с горячей чашкой чая или кофе набраться сил с видом на горы, в теплой, во всех смыслах атмосфере. Совсем скоро хозяева кафе планируют обзавестись собственным подворьем, где будет огород, живность, куры, лошади, чтобы на столе постоянно были свежие яйца, мясо. С продуктами, конечно, сложно. У нас машина микроавтобус. Обычно мы закупаемся либо в Пестяхе, нижнем Пестяхе, да, либо в Хантыге. Поэтому цены у нас, может быть, и чуточку дорогие, но в любом случае вот транспортировка на это тоже влияет. Ну, я бы не сказала, что у нас слишком сильно дорогие цены. Долгие годы на федеральной трассе Колыма базировалось только одно кафе «Куба» на Кубуме Аймиконского улуса. Теперь и со стороны Тампонского района появилось второе кафе «АДО», а расстояние от Теплого Ключа до Магадана составляет почти 1400 километров. Чайные – неотъемлемая часть в пути, поэтому открытие еще одного кафе очень радует всех путников. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.